Тимур Аднанович, есть вопрос? Пожалуйста, задавайте. Буквально. Уважаемый представитель Министерства юстиции, можно мне пояснить, я немножко не разобрался, читая ваши аргументы. Вот вы сами здесь пишете на второй странице в абзаце: в вышеуказанных положениях статьи 486 ПК Кыргызской Республики, это ваше заключение получается, не принимается во внимание, что потерпевший, которому соответствует статье 40 Конституции, гарантируется такое же право на судебную защиту, как и подозреваемому, который может выразить несогласие на применение процедуры заключения соглашения о признании вины. Таким образом, потерпевший, являющийся участником уголовно-процессуального судопроизводства, ставится дискриминационное положение, что недопустимо в соответствии с статьей частью 2 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики. И тут же ниже указываете, что норм противоречия Конституции нет. Вот вашу позицию в этой части можно конкретно понять, потому что здесь два взаимоисключающих вывода присутствуют в ваших аргументах. Это первый вопрос. Да, может быть, здесь непонятно, но я здесь хотела сказать, что это приводит обращающая сторона. То есть вы говорите о том, что это противоречит. Да, да. Спасибо за пояснение. Так, сейчас, одну секундочку. Вы здесь говорите, самый последний абзац, что вы предполагаете, что необходимо установление в УПК отдельных процедур для несовершеннолетнего. Что здесь имеется в виду, в вашем понимании, что для несовершеннолетнего отдельная процедура должна быть разработана для заключения таких процессуальных соглашений или что-то другое? Вот можно пояснить? Ну, вы знаете, просто я хотела бы сказать, что вот в Джугурку Кенеши сейчас разрабатывается огромный пакет законопроектов, поправок в Кодекс о детях и в сопутствующие законы, которые регулируют все права детей, в части приведения его в соответствие с новыми кодексами. И когда вот мы изучали этот вопрос, в этом пакете пересматривается вообще вот эта система отвлечения, потому что там есть очень много вопросов касательно несовершеннолетних. Но именно на эту часть, которую вы сейчас поднимаете, да, этот вопрос, почему-то мы на него не обращали внимания, но сейчас, конечно же, наверное, рабочая группа обратит на это внимание, потому что мы считаем, что вот выслушав стороны, да, и прокуратуры, там, и Джугурку Кенеша, здесь очень такая тонкая грань, надо оценивать с точки зрения прав несовершеннолетнего. Нужно обеспечить наилучшие интересы ребенка. И мы не знаем, заключение процессуального соглашения, оно правильное или нет. Здесь законодатель хотел обезопасить несовершеннолетнего, либо он какие-то были другие мысли. Поэтому мы сейчас очень затрудняемся говорить, что это противоречит Конституции. Но здесь именно, наверное, нужно проанализировать и, наверное, разработать какой-то специальный порядок для несовершеннолетнего, чтобы не нарушить его права. Представителю Джугурку Кенеша есть вопросы? Нет, да? Уважаемый судья? Нет. Спасибо. Присаживайтесь.